Всех приветствую. Шайга Машоль, Аят Машоль. Валикум салам. Сегодня 4 июля 2026 года, 19 часов 3 минуты по Брюсселю. Соответственно, 20 часов уже 4 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодня у нас 238 стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний стрим я назвал «Война России против Украины. Главное, без пропаганды и цензуры». Об этом и многом другом мы поговорим с сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аядом Идиговым, ближайшим соратником Джохара Дудаева и бывшим председателем парламента Чеченской Республики Ичкерия. А всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, я попрошу заботиться о вашей безопасности. То есть не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим и не пишите комментарии, так как для вас это небезопасно, друзья. И я, как обычно, по традиции, передаю слово Аяду Идигову. Аяд, Машуль. Машу, да. Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня день такой. Это день национальный праздник Соединенных Штатов Америки. Начнем с этого. Поздравим американский народ, правительство, президента Соединенных Штатов Америки с Днем независимости. 250 лет со дня образования такого великого государства. Но пришло сообщение, что они отменили парад, там жара где-то 4 градуса, поэтому отменили. Но праздник остается праздником. Мы поздравляем всех граждан Соединенных Штатов Америки, американцев, да и вообще мир, с тем, что вот такой праздник, это может каждый праздник, общий праздник человечества и каждой страны. А так, если сейчас говорить о той ситуации, которая складывается сейчас в мире, но поговорим о том, что саммит НАТО пройдет 6-7 марта, где там будут собираться все страны, члены НАТО, там будет Трамп, там будут остальные государства, члены НАТО, и дальше президент Зеленский Украины. Основной вопрос, который они там будут рассматривать, это вопрос, как противодействовать тому, чтобы остановить войну в Украине, чтобы вот это мощное такое развертывание нападение Кремля на Украине было остановлено, продвижение российской армии было приостановлено. Она, как мы видим, Путин собирает своих чиновников, обсуждает этот вопрос и делает в том, что братья Молдавы и нападать. Снова может быть разные удары. Экономика России работает теперь на войну практически. День и ночь все, средства для того, чтобы убить человека, напасть на другую страну. То есть Россия становится государством агрессором, и как она так остается, продолжает в этом направлении. Но мы видим, что в этой ситуации, кроме вот этого военного положения, разыгрываются еще другие разные ходы, которые... У нас звук плохой, Ая, звук не слышно. И я тебя плохо слышу, и люди пишут, что звук плохой, плохо слышно. Плохо слышишь меня? Да, может, чувствуешь, Ая, зайти, выйти. И я тебя тоже плохо слышу.
Ну, я тебя Сам тоже... себя я слышу хорошо. Ага. Эхом, наверное. Да, эхо. А вот такой вот, да? Да. Ну что сделать, продолжим? Не, выйди и зайди, Аят. Выйди. А, ну давай. Ага. Так, у нас эхо. Да, спасибо вам, Иса, Светлана, Шамиль. Всех я вас приветствую. Алейкум, друзья. Всех приветствую. Божественное, давно тебя не было. Приветствую тебя. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, сейчас восстановится у нас связь. Я на это надеюсь. У нас постоянно бывают какие-то сбои. Сбои связаны с тем, что постоянно они, как у себя дома, живут в наших телефонах. То есть гибнявые живут и не смущаются. Ну и перезагружают телефон. Всячески. Привет, Божественное. Так, Шамиль, у вас очень хороший вопрос. Друзья, пишите вопросы. Вы мне очень помогаете, когда задаете вопросы. Это очень важно. Очень важно, чтобы вы задавали вопросы. Сейчас на минутку, я здесь с Ютубом. Ладно, сейчас какой-нибудь нажму что-нибудь и потом не смогу заново включить. Кстати, я присоединяюсь к поздравлениям Агяда Идигова с 250-летием. У меня тоже плохой, да, звук? С 50-летием, с 250-летием Соединенных Штатов Америки. Поздравляю. Так, очень плохой у меня звук или не очень плохой, скажите, пожалуйста. Ну, я имею в виду тем, кто в YouTube меня смотрит. Ну, в TikTok нормально, я имею в виду в YouTube. В TikTok нормальный у нас идет. Вот какие-то у нас... Раз. Как теперь звук, скажите, пожалуйста. Светлана, звук лучше стал, скажите, пожалуйста. В среднем слышно. Ой, даже не знаю, что делать. Подвину поближе. Сейчас отлично, отлично, супер, супер. Я сейчас надеюсь, и Аят подключится с хорошим звуком. Нормально. Баркал, всем спасибо, друзья. Всем спасибо. Так. Так, ура, да. Внуки то. Внуки уже затыдали движду, внуки и правнуки уже пошли. Главное, арцедельчане. Внуки Allah del sido ela. Allah del osan dukko kenteki boiloin. Внукш, правнукш. Знаете, я изучаю сейчас немножко историю, как я уже говорил, и очень интересная. Самая первая разведанная, более-менее установленная цивилизация на сегодняшний день — это шумерская цивилизация. И шумеры очень много подробно все записывали.
очень много у них записей. Наверное, от нас что-то скрывают, потому что если бы просто открыть настоящую шумерскую историю, честную, не какой детский сад они как-то переводят, там какую-то чушь иногда пишут, но смысл, в принципе, один верный. Ну, главные какие-то моменты, которые меня интересуют, то они табличка сломана, то этого нету, вот такие вот вещи поступают. Хотя информация не на одной табличке глиняной написана бывает, а по-разному. И так вот, первая цивилизация, первая династия, которая правила человечеством, называется у них, как они сами себя называли, и как их называют шумеры, называлась, ну, если я не ошибаюсь, если я не запутался вот в эти все исторические моменты, она называется Киш. Киш. Я по этому поводу провел параллель между чеченским святым Киш, его звали, Киши Хаж его звали. Нет, его звали Кунта Хаж, но его отца звали Киш, его назвали Киши Хаж. То есть, ну, по отцу, так у нас его ласково называли Киши Хаж. А так это Кунт Хаж. Кунт Хаж Кишиев. Кишиев. От отца он имеет. Это в 1867 году он был убит русскими, то есть замучен голодом, избиениями, холодом в Волгоградской области в концлагере очередном русском. Этот человек у нас святой считается. Как-то так. Сейчас одну минуту, друзья. Не получается Аяду войти. Я ТикТок на минутку. Сейчас я вернусь. Так. Ну, вот такие вот дела. И это, знаете, это так интересно, так увлекательно, когда ты эти вещи сопоставляешь, и как, знаете, расследователь, как следователь, ты сидишь над этим, сопоставляешь. Причем, конечно же, я любитель, я не профессионал. Но это так интересно, и столько много подтверждений указывает на то, что потомками Ноя являются люди, жившие на Кавказе. И знаете, там еще шумеры указывают на то, что Ной не умер. Зи и Судрой они его называют. Он не умер, они говорят. Ему Бог дал вечную жизнь. И я вот, это уже мои предположения, догадки, он живет вечно в Дальмуне. Место такое есть, священная земля, Дальмун. Ее путают с Бахрейном. Но она не может быть Бахрейном, потому что там речь идет о горах. А если проследить место, это просто невероятно. Такие вещи, когда ты сопоставляешь, просто шокируют тебя. То место, где остановился ковчег, и для чеченцев считается праматерью, там Нашхнана говорят, гора Нашха, это Нана, так говорят чеченцы, то на этой горе Нашха есть река Гих. Гих или Гиха, или Ги ее просто называют. Так вот, сама шумерская цивилизация, вот это междуречие, Месопотамия, называлась Киан-Ги. Киан-Ги. Либо Киан-Хи. Киан – это повзрослевший, либо Киан, ну, созревший, полноводный, если о реке речь идет, то говорят Киан. Держандо – это когда она грязная вода течет, а Киандо – когда она большая течет. Большая. Не обязательно это какая-то там река, которая резко начинает увеличиваться, а вот она большая, вот ее могут назвать Кианхи. Или Киан-Ги она называется. Представьте себе. Так вот, в этой Нашхе начинается река Гих или Ги. И эти люди там, когда увидели Тигр и Ефрат, они распространяли божественное слово по всему миру,
Потому что в Америке у индейцев тоже точно такая же история есть про Ноя, ну, со своими там особенностями. Она есть в Индии, она есть в Китае, у всех народов эта история есть. Представьте себе. И эти люди, когда оказались между Тигром и Ефратом, или когда Тигр и Ефрат объединяются места, они это место назвали Киан-Ги. Представьте себе, это невероятные такие совпадения. Это может быть совпадение, я пока ничего не утверждаю. Но я очень хотел бы, чтобы наши ученые, пользуясь сейчас возможностями техническими, искусственным интеллектом и всем остальным, докопались до истины. Хочу еще заявить, что чат GPT игрок абсолютно античеченская, пророссийская, фашистская фигня. Я это официально заявляю. Грок вот у Илона Маска и чат GPT абсолютно, стопроцентно ФСБшную пропаганду повторяет про чеченский вопрос. Абсолютно вражеское чеченскому народу, чеченской свободе и вообще чеченской демократии. Вот это чат GPT и Грок. Так я заявляю его. И не пользуйтесь ими, пожалуйста. Аят Машвой. Маршал Белец. О, звук получше, отличный звук. С трудом соединился я. Ну, я видел, ты перекидывал. Да. Менял аппараты, видимо. Так. Начинаем, продолжаем, Олег? Да, да, надо продолжить, пожалуйста. По поводу Дня независимости вы поздравляли и говорили. Да, теперь мы говорили о том, что в Турции, значит, саммит НАТО будет с 7 по 8 июля. Там соберутся вот эти лидеры стран, там обсуждается главный вопрос о приостановлении войны в Украине, да. Со стороны России. Россия упорствует не хочет этого, и главным образом не хочет. Видимо, причины там свои. В основном эти все упорствуют, все говорят, давайте. Украине помогает сейчас Европейский Союз. Они там выделили Украине 90 миллиардов, дополнительно будут выделять на содержание самой украинской власти и ситуации, которые складываются. Одним словом получается так, что сколько бы там ни уговаривали, какие там условия бы не ставились, российская власть не хочет входить и продолжает бить. Создается впечатление такое, что оказывается, они видят, что они вместе по 30 человек теряет Россия сама. В отношении потери воинов, которые на фронте, получается верить информации, уже здесь один погибает количество русских погибает. Вот такая ситуация. В самой России тоже напряжение. Люди уже высказываются против этой войны и требуют остановить войну, и чтобы больше Значит, не убивали, не набирали людей, не отправляли. Вот такая ситуация. Путин не соглашается, в чем же дело. Но здесь выяснилось, что вокруг Путина сейчас многие вот такие вот поставленные чиновники, которые так известны. Их арестовывают, но кроме этого есть информацию, арестовывать ближе доверие его непосредственному окружению. Что же происходит в России, почему она не хочет войну? Ну, вся проблема в том, что если войну остановит Путин, то это равнозначно тому, что он признается, что он зря вот этого убивал людей, что никакой там проблемы не было. Проблема была в том, что только вот война идет только для того, чтобы сохранить власть держать чиновников. Вот
А эти чиновники хотят уходить. И теперь у них такая проблема, что если они начали решаться на такой ход, то это будет связано только тогда, если будет сильный напор со стороны Украины и Запада. Но в ответ Путин и они грозят уже и Балтийским государствам, и там посылают дроны, потом оттуда присылаете. Ты слышишь? Ты слышишь, да? Проблемы со звуком пишут. Опять звук слушать невозможно. Ты не видишь, когда комментарий там пишет? Ну что-то у нас раньше тоже было такое. И сейчас снова пошло. С чем это может быть связано, сказать трудно. Ну, а Василий говорит, что нормальный звук. Это может быть, ну, здесь 2 человека пишут, что плохой звук. И я слышу тоже чуть-чуть, как будто, как бы, да, шипит. Да? Ну, я слышу то, что я говорю, как бы эхом отдается сюда снова. Ага. Ну, вроде пишут нормально. Напишите, пожалуйста, кто еще плохо слышит. Ну, конечно, если для вас... Нормально или нет? Нормально. Вроде вот Василий пишет, что нормально. Посмотрим. Да? Да. Ну, одним словом, ситуация складывается так, как вот рассказывают из информации и разных идет. И мы сами можем в этом смысле тоже догадываться. В чем же причина? Почему Путин не хочет? Кто это? Почему он эту войну не останавливает? Разве получается, что война идет ради интересов этой кучки людей, которые сидят во власти? А не ради народа. Этому народу не нужна ни российскому, ни украинскому война не нужна. Они были мирные, хотели мирно жить. Почему это не делают? Вот в этой ситуации вот эти все эти бензоколонки, которые не работают, вот эта вся ситуация бомбежки по украинским домам. У Украине убивают людей. Это показательно. Людей по домам живых. А здесь эти бьют по их военной структуре и тем, кто подпитывает военную структуру в России. Это очевидно, это видно. Может быть, это какая-то вот, значит, сейчас ситуация складывается, насколько понятно, как это было в прошлые времена, когда в Советский Союз, даже в самой России не было времени, чтобы сам человек ушел в отставку. Вот можно говорить о том, что... آية إخا يبوش يا أصدقاء حكوا عليه تليفون قطع تليفون تلفزيون هما يوياك Телевизор. Это второй телефон я сейчас включил. А вот наш эфир смотришь ты? Вой эфир легкий отстя. Бухдей. Это телефон свой. Ну я сейчас посмотрю, подожди еще раз здесь. Здесь. Я имею в виду, сейчас какой-то прибор включен у тебя, телевизор, еще что-то. Телевизор включен, да. Давай телефон. Телевизор выключу. Выключите. Сейчас. Да, телевизор давай. Сейчас как? Как сейчас? Сейчас, ну, пока не так слышно было, там некоторым не слышно, они пишут. Я-то слышал без эха. Я без эха слышал. Сейчас как? Эхо я сам слышу. Это эхо обратно. Сейчас я попробую еще через другой телефон. Давай я тогда выключу тебя. Может быть, ты лучше выйди. Окей. А потом давай посмотрим. Да. Так, друзья, давайте дождемся. Вот такие вот у нас возникают
иногда проблемки. Да, ночью, если звук выключить, это не помогает. И, ну, я имею в виду микрофон, если выключить, это не помогает. Ну, мне кажется, я, по-моему, пробовал так. И сейчас есть эхо. Светлана, вы вроде отключились, вернулись. Эхо сейчас есть? Напишите. Может, это мое эхо, а не его. Dixtag, что за счетчик ты имеешь в виду? И счетчик, yüksek. У меня нет эха, отлично. Так. Сейчас нет, отлично. Ну, значит, это с его аппаратом связано. Только когда говорит твой собеседник, окей. Ждем до первой звезды, как говорится. Так, я тогда воспользуюсь паузой. Опа, пауза закончилась. Алло. Я нашел. Сейчас Маш, слышно хорошо? Как сейчас слышно? Хорошо слышно. Ну, Ольха. У меня не Это было. уже третий телефон. Это у меня просто шум какой-то, как будто такой шум, а у других эхо. Телефон убрали. Все вроде бы сейчас пока нормально. Нормально? Нормально. Ну, давай, я, может быть, уменьшу звук. Может быть. Сейчас как? Я хорошо слышу, Ая, давай попробуем. Сейчас, если будут писать, ты видишь сам этот наш чат, видишь? Нас? Наш чат, вот то, что нам пишут сообщения, ты же видишь? Вижу. Вот, там смотри, внизу есть вот такая штучка слева. Так. И если ты ее нажмешь, появятся какие сообщения ты видишь. Слева или справа? Ну, есть слева. Есть слева. Такое окошечко такое. Да, ну-ка. есть. Ложка. Вот когда ты открываешь, там сверху написано что-то, что там сверху написано? Сверху написано интересные сообщения, посередине чат и так далее. Вот тебе нужно видны все сообщения, чат нажать, чтобы ты видел сообщения. Ну, они идут Вот они. Да, но ты не все видишь, если у тебя не стоит чат. Вот Если сейчас у у у меня меня видос. Вот, Вот допустим, Вот смотри, я не знаю, они сверху или снизу. Я вижу, что идет уже там. Так, Ага. Так, Ну вот внизу Светлана Хадзевич пишет эхо, ты это видишь? сейчас гляну. Светлана Хадзевич. То, что для американцев, русских уничтожить. Да, это уже Как Исаак они пишет. сейчас Как они сейчас слышат? Все, ну ты видишь, значит, все отлично. Да. Все, давай, продолжай. Как Если они? будет- Как они нормально слышат, да? Ну, пока не знаю, Светлана пишет снова эхо, но пока никто больше ничего не пишет. Хорошо. Значит, продолжим тогда. Да. Одним словом, сейчас по всем вот данным предполагается, что как это было в прошлые времена, они всегда вот в такую вот загнанную, как говорится, в загнанное положение, когда это было еще в 18 году, когда шла Первая мировая война, так? Тогда у них ситуация
собственно, Германия как бы выиграла войну. А на самом деле не то, что выиграла войну, а, значит, ситуация свелась к тому, что в Петербурге поднялся мятеж революционный, и они смели этого царя и, значит, пошли на уступки Германии, мы помним. Вот такие ходы могут быть и сейчас. Они тогда царя взяли, потом расстреляли, но это все мы знаем, да? Потом во Второй мировой войне и Сталин, уже когда закончил, тоже они пытались изменить ситуацию, значит, сам Берия, потом Хрущев, потом Ельцин. Ну, короче говоря, в этой несправедливой войне, которая сейчас разлетала Россия против Украины, эта война, собственно говоря, началась еще не сегодня, и против Украины она идет, я вот какую короткую там статью написал, в которой я говорил, что эта война началась еще с 91 года, когда Россия развязала войну против Чеченской республики Ичкерия, и она продолжается и против других, там Грузия, потом, значит, Молдова, Украина, снова Украина. И сейчас, когда они попали вот на Украину, уже вот в этот период, тогда нам остальной мир не помогал по многим причинам, считалось, что не надо нам помогать. Сегодня мы видим, что мир помогает, остальной мир помогает Украине, и в этой ситуации положение Путина очень напряженное, и он может сейчас оказаться, он загнан, уже видно, он уже начинает вокруг себя оглядываться, не знает, что ему делать, и, видимо, здесь вот произойдет что-то такое, он вокруг себя, которые самые близкие есть люди, какие бы там ни были, если проблема будет все больше и больше нагнетаться, или они должны его убрать, или должны, значит, что-то делать, или сами, значит, должны ему дать возможность уйти в отставку, дав ему гарантии безопасности. То есть вот к этому движется вот эта ситуация сейчас. И поэтому вот НАТО в Анкаре эти вопросы, конечно, будут обсуждаться, и там будет какая-то ясность. В то же время Путин, я как сказал, все равно не хочет остановить войну, потому что остановить войну – это его поражение. Значит, нужна ситуация, когда мы должны увидеть, все остальной мир должен избавиться от этого монстра и переформатировать Россию саму. И в этой ситуации и чеченский народ, и Чеченская республика, и Грузия, и другие республики, которые были им захвачены, должны быть освобождены. Если будет международный трибунал, в этом отношении тоже должно быть так сделано. И одновременно мы должны говорить о том, что вот это освобождение этих государств должно быть на основе, значит, международного права и тех законодательств, тех, которые есть в этих странах, вот в Грузии, скажем, в Чеченской республике, Ичкерия. Здесь на Западе разные деятели, которые здесь ходят и себя изображают там представителями Чеченской республики Ичкерия на данном этапе, или даже вообще на таком этапе никогда не являлись и не являются представителями власти нашего народа. Но их принимают и в Европе, даже и в Украине, и поэтому их разговоры, их контакты, они являются только лишь такой, может быть, нужной для, скажем, каких-то там политических сил, это нужно, но с точки зрения Конституции, с точки зрения международного права, они в этом смысле не имеют никакой силы и никакой основы. Поэтому мы говорим сейчас то, что происходит здесь, и не случайно, скажем, здесь произошел вот этот скандал, который произошел между Польшей и Украиной тоже. Здесь можно было принять какие-то другие ходы, но я имею в виду ходы, связанные с тем, что нельзя было сейчас поднимать вопрос между Украиной и, скажем, Польшей, что вот то-то, это территория наша, это там Волынская, то, почему вы это делаете. Ну, короче говоря, вопросы истории, которые должны рассматривать историки и, скажем, должны быть на конференциях, других, приводить к какому-то решению, подняли на политический уровень и началось. Потом это как бы выдается за то, что это является специально разработана такая ситуация. С одной стороны, правые считают себя украинцы, с другой стороны, поляки, их президент. Вот такая ситуация вот раскручивается, и это
как раз-таки выгодно общему врагу. Если, допустим, сегодня будут вот так вот подниматься ситуация, то с моей точки зрения, если, допустим, мы будем сейчас на Украину давить, то и Украину задавят, к примеру, и Польша не будет отдавать те самолеты, которые она обещала отдать там, я не помню сейчас, 18 или 20 самолетов, МиГи какие-то. Они не отдают их и говорят, не отдадим, что отправим в утиль. Насколько это правда, еще неизвестно, но такая информация идет. Если это будет, то значит как раз-таки мы вместе и Украина, и руководство Украины, и руководство Польши работают в пользу Кремля. Вот какая интересная ситуация складывается. Но здесь еще другие вопросы, которые мы можем сейчас говорить о том, что происходит в мире. Это вот мы видим, что после этого, что мы видим, что Туск уже заявил Польше, премьер-министр, что они, значит, будут поддерживать Украину, но не в той мере, которую раньше поддерживали. Представляете, вот что происходит? И это даже Туск вот начинает говорить. Но если вот эта ситуация вот так раскручивается, еще есть такой момент, мы знаем, что в Болгарии там, значит, есть такой премьер-министр румын Радев, который там победил. Он тоже сейчас выставляет проблемы, якобы на место Орбана, как бы он кандидат, как бы такие же требования у него. Эти же требования, видимо, есть и у Польши. То есть вот эта неразбериха, которая не ставит во углу угла те вопросы, которые сейчас важны для того, чтобы России разобраться с этой империей, они ее вталкивают в эту проблему из какие-то вот личные там амбиции или какие-то исторические давности 80-летние вещи сюда вталкивают. И вот так вот, в общем, вот такая ситуация. Я не буду дальше распространяться, давайте поговорим. Если будут вопросы, мы будем вас, как говорится, отвечать на эти вопросы. Спасибо. Я, кстати, Валик Салам, гражданин Шкелища Машуэль, ночью я как раз выключил микрофон, может, поэтому у себя выключил, поэтому, может, не было эха. Не слышу, сейчас будем проверять. Аят, вот как вы сейчас говорили про Польшу, вот и Украина, ну, очень некрасивая ситуация сложилась, очень неприятная в это трудное время для Украины. Но я уже давно говорю о том, и было очень странным увидеть, что Польша и Украина начинают вот эту перепалку, скажем так, по поводу вот УНА-УНСО, или как она называлась, вот эта националистическая организация, которая тогда была. Да. И как будто, знаете, как будто прилетело откуда не ждали, как говорится. И сейчас, на мой взгляд, я уже давно говорю, уже у себя в эфирах, что на Украину, на украинских патриотов, националистов идет такая вот, знаете, атака по дискредитации. Как вы считаете, Аят, это может быть так быть? Может быть, кому-то не нужно не только на России, чтобы патриотические, националистические силы я понял тебя. Здесь еще такая вот подсознательная такая политика, на которую можно проходить. Украина подсознательно говорит, мы защищаем Европу, без нас они нападут на Европу, давайте вместе мы. А Европа есть, говорит, нет, это мы вам даем оружие, мы вас обеспечиваем, и вы, мол, давайте так не говорить. Но это такой не оглашается этот ход. И здесь вопрос это касается, с одной стороны, и этот момент тоже, мне кажется, присутствует. Да. Об этом, вот Украина там заявит, мы там еще такое, с одной стороны, а с другой стороны, они, может быть, где-то здесь не совсем дипломатичны, если где-то там проскальзывают вот такие вещи. А с другой стороны, может быть, это еще вопрос связан, то, что вот с Польшей возник этот вопрос, связан с тем, что они сейчас якобы готовятся
сентябрю или там чуть дальше, я не знаю сейчас, как они определят, к выборам власти в самой Украине, и тогда будут и выборы и в России. О чем они там хотят договариваться? Чтобы они не договаривались, чтобы не делали в Украине, вот с моей точки зрения, во время войны никакие выборы нельзя проводить, потому что это будут выборы, которые проводятся не всем народом. В военное время не может быть, в принципе, свободная воля волеизъявления народа. Свободно он не может. Он находится под впечатлением, под давлением, каждый гражданин. Это нельзя делать. Это как у нас в 94-м, 3-х годах Россия вела свои войска, там проводила выборы под разным давлением и своих солдат запускала туда. Хотя в Украине это не сделаешь, но все равно уже сколько, вот где-то говорят 20, а то и больше миллионов человек из Украины выехало за пределы, многие погибли, многие, значит, вообще не понимают, что происходит, возможно. Я так говорю. Поэтому в этом плане вот проводить эти выборы, кому они выгодны? Они выгодны что? Для того, чтобы договориться о том, что, значит, мы договоримся, подадим какие-то территории или нет. Но Украина заявляет, что никакие территории давать не будет, и тем более, что она сейчас активизировалась. Я думаю, что здесь вот эти моменты присутствуют. Я это хотел сказать, Аслан. Не слышу тебя. Я микрофон выключаю, потому что когда включен микрофон, появляется эхо. Может быть, А, да. может быть, да. Да, мне написали уже. Я хотел вот, потому что у нас название сегодня, вот война России против Украины, и поэтому я хотел бы озвучить вот новости, которые есть по поводу удара по Санкт-Петербургу, свежие удары дронов. Сегодня, 4 июля 2026 года, утром произошла очередная масштабная атака беспилотного летательных аппаратов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Это уже не первая такая операция. Похожие были 3 июня, день открытия ПМЭФ, и 6 июня. Нефтяной терминал Кировской области поврежден, портовая инфраструктура, объекты в Кронштадте, в Петергофе. Дрон упал на территорию Петерговского дворцового паркового комплекса. Пожары, густый черный дым над терминалом. Аэропорт Пулково временно ограничивал полеты. Губернатор Беглов сообщил о работе ПВО, призвал жителей и так далее. Сбиты десятки дронов. Украина бьет по инфраструктуре, которая финансирует войну. Вот как мы видим, практически только если Россия сбивает дроны, либо их там радиоэлектронной борьбой их сводит с курса, они попадают в какой-то жилой объект или просто падают там на машины, на дома или где-то в поле. Но жертв практически не бывает, когда украинцы наносят среди гражданского населения. Россияне же бьют целенаправленно, строго по гражданскому населению. Очень много убитых там. Просто невероятно просто. Люди сейчас занимаются в данный момент, сейчас как раз людей спасают. Почему, Аят, как вы считаете, вот, Россия бьет по гражданскому населению, а Украина... Здесь вопрос зависит от того, какая власть в стране. Сама власть России – это власть, которая проводит политику, возведенную на уровень террористическая власть. Поэтому она бьет по населению, чтобы заставить население, которое будет на выборах, выступило против действующей сегодняшней власти. А Украина, в силу того, что она является народной властью, в принципе, чтобы там есть против, нет, они бьют только по той логистике, по тем промышленным предприятиям. Они показывают, что они не враги этого российских народов, и они хотят остановить войну. Это как у нас было, когда наши, скажем, воины и наша сторона говорила о необходимости вести переговоры, остановить войну, они каждый раз снова на нас нападали, договоры подписывали, потом снова нападали, какие-то там придумывали причины, и все время, значит, несмотря ни на какой договор, они шли. Это террористическое государство, хотя террористических государств не бывает, но политика это на уровень террора возведенная.
Вот поэтому это преступная политика, это преступный режим там сидит. Это мы видим. Помните, они там незаконно напали на нашу территорию, как я говорил, и начали бомбить, убивать наших людей. Это как так называемую в Первую войну. А во Вторую войну даже их вертолеты и самолеты, и все. Они обстреливали только мирные, скажем, поселения, а в другом месте они не могли, собственно говоря. У нас таких военных объектов не было, но в то же время даже вертолеты это летали и убивали людей, если на остановках автобус стояли, или в поле что-то было, или забрасывали какие-то там значит, специальные снаряды, которые значит, выжигали кислород, и люди там в радиусе 10 километров там умирали. Вот такие делали. Поэтому это террористическая организация во главе этой империи сидят сегодня. Вот поэтому я так думаю. В этом причина, Аслан. Но если есть вопросы, давай, люди здесь есть. Аслан, если есть какой вопрос, пусть задают. Да, у меня микрофон был выключен. Я как раз вот Шамиль, вопрос от Шамиля. Ну, это комментарий, я его считаю вопросом. Он выглядит как вопрос. Объяснить, как еще бы объяснить украинцам, как боролись и побеждали чеченцы, и кто истинный враг? Кто истинный враг, Аят, для украинцев? Кого? Для украинцев. Истинный враг, конечно, империя, которая сама фактически, значит, они развалили Советский Союз в свое время. Именно это инициировал РСФСР тогда, Ельцин. Они развалили этот Советский Союз, когда Горбачев пытался там создать какое-то новое преобразование с перестройкой гласности и демократии, и имея целью там решать вопросы в соответствии с тем, что дать свободу личности, свободу народам, равенство, все это делать. И тогда, конечно, Горбачев был президентом, его окружение выступило против Горбачева. Хотя, конечно, мы не говорим, что Горбачев был такой паинькой вещь, но в то же время он понял, что происходит, и именно шел на этот ход. И его все окружение против него выступило. А в тот момент где-то спрятавшись, сидевший этот Ельцин, он на второй день, когда понял, что значит, ГКЧП проигрывает, которые выступили, он тогда вышел на площадь, залез на танк и зачитал свой указ, что он себе подчиняет всем министерств СССР. То есть он как бы становится главой СССР. И вот здесь вот произошли эти события. Более того, еще ранее Ельцин сотворил еще такое, в своей декларации они записали, что законодательство РСФСР выше законодательства СССР. То есть они все делали для того, чтобы вот где-то прийти к власти. Вот сегодня, после того, когда им это удалось сделать, и когда все республики, которые были в Советском Союзе, вышли то есть СССР исчез, они оказались в международном праве, эти республики имели право создать свое государство. И Чеченская республика была одна из тех, которая именно так и сделала. Мы создали свое государство, избрали власть, избрали все атрибутики власти, и, значит, государство у нас действовало, как и другие государства, которые, скажем, вышли из Советского Союза и объявили это. А некоторые государства, которые имели право на это, я повторюсь, они, вот, допустим, Башкортостан, Татарстан, Якутия и другие, вот это, там во главе еще сидели эти коммунистические руководители, с ними Ельцин договорился, они 31 марта 1992 года подписали федеративный договор, и в соответствии с этим незаконным федеративным договором втащили в эту новую Российскую Федерацию, Россию, втащили эти народы. И потом они начали дальше, потому что у них план был разойтись, чтобы затем сойтись. Эти планы были. Эта экспансия уже тогда была заложена. Мы, чеченцы, знали об этом, что они на это идут, и поэтому к этому мы были готовы с точки зрения международного права, с точки зрения законов, которые были в Советском Союзе.
мы действовали, а когда вышли оттуда, все эти законы исчезли уже, их больше нет. Так что вот здесь вот такие были ходы. Я вот что хочу сказать, Асан, об этом. Не слышу тебя. Включай свой этот. Да, Баркалде Рейсович. Иса Ахмадов, если Польша, Болгария помогут России Путина, то что они будут делать без Украины? Если Польша и Если Польша Болгария и Болгария помогут кому? помогут кому? России Путина. Россия Путина. Россия и Путина. Что они будут Что они делать? будут делать? Будут делать Кто то, будет что делать то, что Россия. делает и Россия. А эти будут, значит, защищаться. Но этого не Но может этого быть, не это может быть, нереально. это нереально. Сейчас нереально. Сейчас нереально. Они могут, что угодно там. Нереально. Это дело политика, как сейчас они пытаются пытаются это как-то отрегулировать, я так знаю. А там посмотрим, все равно этот вопрос еще открыто стоит, и не вовремя он поднят. И все. Баркал, Рейсур. Так, у меня был включен микрофон. Так, сейчас, одну секунду. А вот смотрите, сейчас был подрыв Северного потока, который в Балтийском море находится, трубопровод, который взорвали. И вначале все думали, что это Россия. Потом были задержаны украинские диверсанты. И сейчас Германия говорит, что за этим могло стоять украинское государство. Как это может отразиться на отношениях двух стран, и может ли это как-то сейчас нанести вред немецко-украинским отношениям? Но здесь вопрос, ты живешь в Германии, знаешь, вот этот ваш канцлер Мерц, он все меньше и меньше авторитет имеет, как говорится, все меньше и меньше доходит до самого низа. За последние 30 лет не было такого низного, скажем, положения у любого там канцлера, а у него он уже до 13%, что ли, дошло, не знаю, так, по вопросу, который устраивает это. Но в основном, наверное, потому что есть там соперники, которые хотят, значит, прийти к власти тоже. Там есть, я не помню ее фамилию, эту женщину, которая его критикует, и другие партии есть, которые... Наверное, это связано с тем, что они этот вопрос поднимают, что в этом виновата Украина. Мне кажется, в этом случае надо поднимать вопрос не о том, что Украина виновата, а о том, что это Россия, это империя, она за счет этой нефти и газа, как говорится, к ноге подтягивала все эти страны европейские, они были под этой, они могли выключить газ, нефть не давать, и, собственно говоря, этим диктовать все будущее этих стран. Теперь, когда этой нефти нету, когда это нету, они говорят, что во время, когда был, значит, СССР, мы, мол, жили, мы хорошо жили, а теперь плохо, надо это вернуть. Такие вот слухи идут, такая информация идет и из Германии, и из других стран, вот так. И, может быть, из Польши, может быть, другой здесь. Но такие силы есть пророссийские, потому что здесь на Западе находится столько агентуры, но она находится и во всех странах, собственно говоря. Эта агентура российская вот эту пропаганду проводит, и они, значит, этих спящих своих деятелей поднимают, они начинают вот такие вот действия делать. Они стравливают, мы знаем, и здесь у нас во Франции тоже они, оказывается, стравливали мусульман, арабов с евреями. Значит, это была специально организованная команда, это было здесь вот сейчас идет следствие по этому поводу, кто и что и как, и, видимо, потом какие-то выводы будут делаться, так? И все, что, значит, находится здесь, и нефть, и газ, они, значит, собирали со всего этого большого, скажем, континента, можно говорить, континент огромный, Россия, так? И все засылали, продавали, теперь те говорят, мы
дешевую нефть покупали, дешевый газ был, теперь вы нам это подсовываете и все такое. Вот такие вопросы поднимают люди, которые не понимают, что они попадают в рабство. Вот я так думаю, в рабство. Значит, обязательно им нужно там, вот мы там раньше хорошо, а сейчас плохо. От этого, думаю, что не будет. Этот вопрос не пройдет, я думаю. Хотя оно сейчас как-то вот возникает. И в Болгарии там к власти пришли те люди, которые вот это, как Орбан заявляет так. Ну и в других местах. Но в целом сейчас хорошо, что Украина, она уже сама набирает оборот. Она, значит, сама, значит, у нее уже есть карты, как Трамп говорил, у нее есть карты свои, которым она сейчас дает, бьет Россию по всем там ее, значит, нефтеперерабатывающим заводам и другим местам, где это но делается все для того, чтобы напасть на Россию, убить и захватить территорию России и на фронте, и везде, и всюду. Вот что я могу сказать по этому поводу. Слан? Сейчас собираются, ну, по крайней мере, так говорят, уже мобилизация, она идет и не останавливалась ни на один день, сколько хватает бойцов для ведения войны для Путина, он их собирает. Но сейчас говорят, что вот дома говорят, очень много сейчас у нас ребят сидят в отделениях, где-то в их российских тюрьмах, где их призывают, заставляют, избивают, током пытают, отправляют на войну. Как вы считаете, вот сейчас всеобщую мобилизацию такую, там, с нападением там, на Европу или там, я не знаю, еще чего-то, что-нибудь такое для этого они планируют или могут они осуществить? Ну, здесь надо понимать, что они планируют это. Они это планируют не только вот сейчас, я слышал, там разные передачи были, даже сами русские там говорили, русы, я слушал. Оказывается, они просто даже вот в самих институтах уже бреют людей, так? Под голову там даже и в Подмосковье, где-то там, даже в самой Москве, не знаю, верно? И, значит, ловит, где-то идет человек, раз сюда, в сторону его там, показывали даже кадр, они вместе с женщинами, которых они молодые, женщин забрали, а потом их разделили, забрали тех ребят. Вот такая команда. Им нужны сейчас на фронте пушечное мясо. А для чего? Для того, чтобы сохранить власть, которая находится сегодня во главе России. Вот для этого получают. И поэтому люди там уже просыпаются, есть там уже один какой-то майор выступил, там требовал, что мы на вас пойдем, на там военные, так? Его там арестовали, один дали. А мне кажется, они вообще уничтожат его. Еще один какой-то там выступает. Ну, в общем, начинает это, искра начинает, люди там начинают понимать, что происходит. Люди не хотят, это власти, которые не являются их властью, но это, конечно, соображающие люди. А по большей части там под пропагандой находятся все. Там, когда у них перестает быть сейчас вот это бензина нету, товары повышаются, это вся ситуация социальная, там все это как денег нет, не платят некоторые места, люди уже отказывают на работу. В общем, вот эта ситуация, конечно, может привести к тому, что это делается не только у нас там, в Чечне. Это везде делается. Но у нас, конечно, это может быть более жестко делает. Более жестко, показательно. Тоже на уровне там руководства, все такое, которые должны отрабатывать ту работу, которую им поручили. А вот то, что они, украинцы, бьют по нефтеперерабатывающим заводам, в принципе, я не против этого, я ни в коем случае, но я бы хотел бы пояснить одну вещь, понять одну вещь для себя, ну и пояснить для своих зрителей. Почему бьют только лишь по вот этим нефтеперерабатывающим заводам и население оставляют бензина, но не бьют по Кремлю, по ФСБ, по Генштабу и так далее? Почему вот не бьют туда?
Здесь этот вопрос, ты же видишь, видимо, здесь получается, как будто какая-то договоренность с обеих сторон. Получается так. Но если кто-то первый из них ударит, так, то в ответ получит, каждый понимает, что в ответ получит сразу. Вот поэтому не бьют, мне кажется, так. Если кто-то ударит, в ответ они ответку получат сразу. Поэтому они свои жизни, свои шкуры берегут, так, в Москве. А так вот по остальным всем местам бьют. И эти, которые сидят в Москве или где в других там местах, ну, нас не бьют, давайте, значит, потихоньку будем их выдавливать. И они по нам не ударят, они говорят из Киева. Ну, у них подсознательно, наверное, так. Если они по нам ударят, мы и по них ударим тоже. И поэтому этот вопрос, наверное, вот так вот, условно вот так вот держится, мне кажется. Ну, Россия не бьет, понятно. А почему Украина не бьет тогда? Украина Почему? тоже. Украина тоже. Украина тоже так же. Там, И она же, И она же, если ударит, то эти могут эти назад могут ударить. назад ударить. Пока Ну, пусть еще, бьют. Пока еще у них нет такого, скажем, до сих пор до сих пор и не было таких оружий, ракет не было. Они сейчас же просят, чтобы им дали ракеты. И более того, они же раньше не разрешали вот эти все европейские эти страны, Америка не разрешала, Байден не разрешал им бить по территории России своими ракетами, только на территории Украины в ответ бить. Я так полагаю это. Ну и, конечно, действует очень много в самой Украине и в других странах, и за пределами российская разведка или агентура работает и творит это все. Вот посмотрите, что мы видим, иногда удивляемся некоторым заявлениям, которые делают и украинские некоторые политики, хотя сам Зеленский, в принципе, ведет четкую, ясную позицию. Только вот здесь вот то, что они сделали вот с Польшей, вот этот вопрос, несколько он стал как-то вот непонятный. Инициатива была, значит, с одной стороны, это была история 80-летней почти давности, они его здесь вытаскивали вперед, и в ответ они, наверное, понимали, что будет ответ такой, или они не понимали, или Зеленскому не подсказали, или Зеленский это делал для того, чтобы сейчас готовиться к новым выборам, которые будут там. Сейчас он делает вот это делает, потом, значит, какую-то там пантеон, который они будут готовить, и в котором там будут, значит, все захоронения, но еще другие, вроде бы то, что народу, как говорится, будет приятно. Понимаешь, вот это. Может быть, это. Здесь сейчас трудно сказать, но мне кажется так. Ая, вот продолжая эту тему, у меня был стрим на эту тему, я просто немного готовился тогда к нему, и вот этот вопрос очень беспокоит. Смотрите, если нету бензина, то нарушаются горизонтальные связи между населением. Если нету бензина, то люди не соберутся и не поедут в Москву или в центральный там райцентр митинговать или свергать власть и так далее. Да и свергать они, в принципе, не в состоянии. Но это обезопасивает Путина и Москву, что туда, например, у людей нету денег, у людей нет бензина. Не получится ли это, что, да, российский народ разозлится, который будет без работы, еще больше его будут забирать в армию, а против Путина сопротивляться он не будет. По логике вроде кажется, что он должен свергать власть после этого, быть недовольным властью. Но мы-то знаем, что россияне, они немножко нелогичны в этом смысле. Но здесь вопрос такой риторический, не дойдут, да. Могут, а почему им надо доходить? Может быть, они уже там. Там они могут подняться, а эти уже доедут как-то На прикладных. Да, на прикладных, может быть. Может быть. Может быть.
Ясно. Здесь вот Здесь вот разговор разговор сайт, я смотрю. почему вы Почему вы сторонники сторонники Бандеры? Мы не Мы не сторонники сторонники Бандеры, Бандеры, по крайней мере, не сторонники той. Мы сторонники того, чтобы сейчас, в данный момент, этот не вопрос, время не время поднимать вопрос. этот вопрос. Мы Мы наблюдаем наблюдаем за за этим со стороны со и стороны и говорим говорим о о общей общей линии, линии, которой которой сейчас необходимо необходимо решать решать проблему. проблему. А если это А если мешает это мешает решению сейчас общей решению общей проблемы, проблемы, которая которая на всех на всех нападает нападает Россия, если Россия, диктаторские режимы, которые хотят прийти и управлять нами, а мы начинаем поднимать старые вопросы, мы говорим, мы говорим, что это сейчас не ко сейчас не времени. ко Вот что времени. Вот что я думаю. Вот отвечаю, Отвечаю, вот вот как профессор профессор 07 07 говорит. Да. Ясно. Ну мы уже больше часа в эфире. У нас, Да? Да? конечно, были немножко сбои. Но если нет вопросов больше, я не вижу. Если у вас... Ну хорошо. Ну хорошо. Предлагаю закончить наш сегодняшний стрим. Давай закончим. Давай закончим. Больше ничего. Больше ничего. Все, что мы Все, что мы сказали. Но это в Ну, это в следующий раз поговорим. Другим вопросом есть. Потом. Ну вот вопрос один. Чечня своими ресурсами могут сами распоряжаться? Чечня своими ресурсами может сама распоряжаться? В каком плане можно распоряжаться? А мы распоряжались своими ресурсами, начиная с 91 года по последние годы, в 2012-2015 году. И мы оказываемся в когда весь остальной мир был, как бы, молчаливо говорил, решите вопрос мирным путем. Мы же помните, это было заблуждение. Теперь мы видим, во что это вылилось для остального мира. Наша Чеченская республика во все времена была жительница Кавказа. Так? И здесь у нас и нефть, и газ, и другие вещи все были, но они все это сегодня забирают, гонят, скажем, как и все остальные гонят под Москву, а потом оттуда присылают, если, допустим, сегодня добывает там, не знаю, сейчас добывает, но в свое время самое высокое, добыв 25 миллионов тонн нефти добывали в год, потом уменьшилось. И притом нефть наша была одна из самых чистейших, так называемых. И из этой нефти делали самые лучшие наши масла, самые лучшие другие топлива, которое было пригодно для организованных таких вот космических аппаратов. Поэтому это было сегодня все это идет куда? В Москву. Они потом там удают назад, они там построили эти коробки, все там поубивать столько людей наших. Теперь мы что говорим? Мы не говорим ни о чем, мы говорим, что нашу территорию надо освободить и восстановить власть на нашей территории. И эта власть должна быть сейчас нам надают в этом. Здесь собираются разные деятели. Здесь ходят разные деятели на Западе, себя изображают деятелями, скажем, правительством Чеченской Республики. На самом деле не имея никаких оснований. Мы много раз писали и говорили и украинцам, и другим всем говорили о том, что нельзя их допускать, нельзя с ними вести какие-то переговоры, как это будет выглядеть со стороны, если наблюдать. Однако, видимо, есть какие-то скажем, политические силы, которые считают, что можно это делать, но в то же время с точки зрения нашего законодательства, с точки зрения международного права, юридически эти люди никакое отношение не имеют к нашей власти и к нашему народу. Поэтому мы должны сказать об этом. И это не может быть, если мы действительно стоим на принципе соблюдения международного права, то должно быть именно так. Легитимной власти нашего государства в зарубежье является это усеченной форме, но это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Мы об этом много раз говорили, и сейчас повторяем и говорим, что надо вот именно в этом направлении делать. С другой стороны, мы понимаем, что
здесь сейчас Украина не собирается или другие страны определять, кто есть кто. Для них важно, что они там признали, что территория Чеченской Республики Ичкерия оккупирована незаконно, и определили, что это был геноцид против чеченского народа. В общем, а дело потом. И здесь, видимо, так вот ставится вопрос, но в то же время есть люди, которые являются легитимным представителем нашего народа и государства. И поэтому мы это повторяем. Незачем вот с этими людьми говорить, потому что они не имеют никаких отношений. Завтра или послезавтра, не знаю как, когда этот вопрос станет разбираться, то тогда посмотрим, как это будет выглядеть тех, кто поддерживает их. Я имею в виду отдельных там политиков в Украине или в других странах. Аслан? Баркалая, Дересхур. Ну, на этом тогда мы закончим наш сегодняшний стрим. Спасибо вам, Аят. Спасибо, было интересно и, как обычно, информативно. Баркал, всем Всем спасибо, спасибо, что слушал нас. Всего хорошего, до свидания, Адикер. До свидания. До свидания. До свидания.